В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек-Пшара. Здравствуйте. Накануне у здания парламента Республики Абхазия собралась общественность, обеспокоенная фактом передачи грузинским властям 25 декабря 2017 года Георгия Лукава, приговоренного Верховным судом Республики Абхазия к 20 годам лишения свободы общего режима за преступления, совершенные на территории Абхазии. Митингующие добивались информации по этому поводу. В связи с создавшейся ситуацией состоялось внеочередное заседание сессии парламента, на которой было принято решение создать комиссию по расследованию фактов помилования Георгия Лукава. В комиссию вошли депутаты парламента Илья Гуния, Валерий Агарба, Алхаз Джинджолия, Дмитрий Дбар, Инал Тарба, Астамур Логуа, председатель комиссии Рауль Лолуа. На заседании парламента поочередно были приглашены представители МВД, СГБ, Верховного суда Абхазии, Генеральной прокуратуры. С депутатами встретился и вице-президент Виталий Габния. Также состоялась беседа депутатов с главой администрации президента Дауром Аршба. Внеочередное заседание сессии парламента проходило более 7 часов. Все это время митингующие не расходились и ждали решения комиссии. Ближе к ночи волнение среди митингующих стало возрастать. Были попытки оказать давление на депутатов, но, к счастью, удалось избежать серьезных последствий. К 3 часам ночи к собравшимся у здания парламента вышли депутаты, которые озвучили итоги внеочередного заседания. Комиссия по расследованию факта помилования Георгия Лукава будет работать до пятницы. Депутаты изучат все материалы по делу, и 5 января во второй половине дня решение комиссии о правомерности помилования Георгия Лукава будет обнародовано. Генеральный прокурор, председатель службы государственной безопасности, вице-президент, кого еще не пел? Верховный судья. И вот буквально недавно ушел Даур Аршба. Комиссия заслушивала их всех. Они принесли нам документы. Значит, что мы имеем на сегодняшний день, какие документы? Есть указ о помиловании президента от 27 января 2017 года. То есть в начале того года. Лукава был отпущен в декабре. Есть обращение президента Южной Осетии о том, чтобы посодействовать возвращению осетинских военнослужащих в Осетию. Обращение к президенту Абхазии, чтобы он содействовал, помог для того, чтобы они вернулись. В итоге было передано 7 человек, 8-й был с задержкой на год, передан грузинской стороне. У депутатов сложилось несколько вопросов. Один из вопросов: имел ли по Конституции и по законам нашим президент страны единолично подписать указ о помиловании? Здесь пока мы на этот вопрос ответ не получили, потому что по некоторым данным такая возможность у него была единолично подписать, самому лично, без комиссии. По другим данным, о которых мы тоже обсуждаем, что есть процедура о помиловании, куда входит и вице-президент, министры, генеральный прокурор. Этой процедуры мы установили, что не было. То есть, насколько сам указ был юридически сформирован правильно, комиссия дальше продолжит по этому поводу работу. То есть заключение правомерности передачи Лукава на территорию Грузии, пока заключения этого нет. Мы пока сегодня это заключение здесь вынести не смогли. Для этого надо еще нам и завтра поработать. И в конечном итоге потом уже будет заключение правомерности передачи Лукава грузинской стороне. Комиссия пришла к выводу, что есть несоответствие в юридических данных. Поэтому на завтра мы будем приглашать независимых юристов, которые будут давать свою оценку этого помилования, документа. Это одно. Второе.
Сейчас, вот я к этому вопросу как раз иду. Морально-этическая сторона этого вопроса. Все приглашенные, без исключения, выразили свое мнение, что такого человека выдавать нельзя. Но так как мы являемся военнослужащими, выполняем приказ. То есть вот эта задержка с января месяца по декабрь месяц проходила практически за счет наших силовых структур, которые практически не давали возможности выйти на обмен. У нас есть еще некоторые вопросы к другим органам, например, к МИДу. Мы хотим узнать, МИД принимал участие в переговорном процессе или нет. Подождите. Ангел я слухал, так Кепченко, Ангел Кепченко слухал. Хараус, Хауроб. Аус, если вы нам верите, если вы нам доверяете, в этой комиссии 7 человек, поверьте мне, что эта комиссия будет работать честно. У нас нам должны дать немножко времени. Немножко, это где-то, я точно не могу сказать, но это завтрашний день точно. И послезавтрашний день, наверное, середина дня. Мы послезавтра в середине дня выдадим результат. Будете вы здесь, не будете вы здесь, мы этот результат выдадим на телевидении. А сейчас о том, как проходило заседание парламентской комиссии. Как было уже сказано выше, на заседание комиссии были приглашены министр внутренних дел Гарри Аршба, председатель службы государственной безопасности Зураб Маргания и генеральный прокурор Зураб Ачба. Затем с депутатами встретился вице-президент Виталий Габния. Все они ответили на интересующие депутатов вопросы. Лукава Георгий Цаталович, 4 июня 1966 года рождения, уроженец село Баргяб Гальского района, житель село Баргяб Гальского района, гражданина со средним образованием, женатого. Лукава Георгий Цаталович был осужден Ачимчирским районным судом Республики Абхазия 11 сентября 1996 года по части 4 статьи 238 Уголовного кодекса. Это незаконное приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия. Сроком на 9 лет. Лишение свободы в исправительной колонии строгого режима. 23 декабря 1997 году определением Верховного суда Республики Абхазия части 4 статьи 238 Уголовного кодекса переквалифицирован на часть 2 статьи 238 Уголовного кодекса Республики Абхазия, снизив срок содержания под стражей до 5 лет лишения свободы, освобожден по фактическому отбытию наказания 15 декабря 1998 года. Далее, 1 августа 2012 года приговором Гальского районного суда Республики Абхазия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 217 Уголовного кодекса. Это незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов к ним, и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 25 тысяч рублей. Далее, 25 сентября 2013 года признан виновным в совершении преступления, предусмотренных в части 1 статьи 203 Уголовного кодекса, пункт 3, часть 4 и 6 статьи 104 в редакции Уголовного кодекса Республики Абхазия 1993 года, пункт 3, 4 и 6 статьи 104 в редакции Уголовного кодекса Республики Абхазия 1993 года, пункт 3, 4 и 6 статьи 104 в редакции Уголовного кодекса Республики Абхазия 1993 года. Пункта 4.3 статьи 119 Уголовного кодекса Республики Абхазия значит наказание в виде лишения свободы 15 лет со штрафом 200 тысяч рублей. Так, с применением статьи 10 Уголовного кодекса редакции 2007 года и статьи 40 Уголовного кодекса в редакции 1993 года путем погашения менее строгого наказания более строгим окончательно определить Лукава наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. К данному наказанию в соответствии со статьей 64 Уголовного кодекса в редакции 2007 года путем полного сложения наказаний присоединить неотбытую часть наказания по приговору Гальского районного суда
от 1 августа 2012 года и окончательно определить Лукава наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 225 тысяч рублей. 27 января 2017 года Лукава Георгий Цаталович, 1966 года рождения, указом президента на основании статьи 53 Конституции Республики Абхазия помилован. Есть указ президента о помиловании 2017 года от 27 января 2017 года. Подписал президент Ханджимба, освободив его от дальнейшего отбытия наказания в виде лишения свободы. По определенным причинам данный гражданин не был освобожден до 25 декабря 2017 года. Насколько мне стало известно, тут речь шла о международных договоренностях между Южной Осетией, Республикой Абхазия и Грузией о выдаче заключенных с южно-осетинской стороны, то есть со стороны Республики Грузия, Южной Осетии. Потом впоследствии гражданина, который находился на территории Республики Грузия, это Ажиба. И впоследствии речь шла о нескольких других гражданах, которые должны были выдать со стороны Грузии южно-осетинской стороне. Журналисты, наверное, недавно начали к этому процессу привлекаться, а так обмены проводились. Если мы сегодня поищем, я прошу прощения, если мы поищем документы, да, ни одного документа фактически по обмену и по лицам у нас нету. И когда мы отдавали Угрихелидзе, Сванидзе, когда отдавали Мамасахлиси, документов ни одного нет, ну и многих других. Документов, к сожалению, не делали. Не то, что журналистов иногда просто меняли на мосту. На моей памяти мы отдавали так. В смысле, не было вашей фамилии? Да. Да во всех, только вот сейчас начали появляться бумаги. Да, на протяжении всего времени, в принципе, Мне известно, что Лукава был осужден за совершение особо тяжких преступлений на территории Республики Абхазия. Судом Верховного суда он был приговорен к 20 годам лишения свободы. Отдельно хочу обратить внимание на режим его содержания в СИЗО Дранда. По существующему тогда Уголовному кодексу 4 дня проходили за 5 дней. То есть, если исчислять это его местонахождение в местах лишения свободы, то чистым он должен был отсидеть 16 лет. В СИЗО Дранда режим общий. Почему? Само собой. Мне известно, что он содержался в СИЗО Дранда наравне со всеми нашими другими заключенными. Отдельно по нему никаких сообщений мне не поступало. Теперь, что касается самого акта помилования. Вот здесь говорят о комиссии, о помиловании, все остальное. Я вам скажу, что это статья 53 Конституции Республики Абхазия, пункт 23. Это исключительное право президента Республики Абхазия. В данном случае он в полной мере воспользовался этой статьей и своим указом помиловал его для последующего обмена. И как это происходило, и какие переговоры, естественно, прокуратура не в курсе, и нас об этом в известность не ставили. Но то, что сам, я еще раз повторяю, с юридической и правовой точки зрения, что сам указ президента, он законен, это я могу подтвердить, так как это конституционное право президента, помиловать его. Далее, что касается комиссии по помилованию, здесь было сказано. И если была бы комиссия по помилованию, то было бы ходатайство самого осужденного. И в этом случае я, как генеральный прокурор, должен был бы дать заключение, то есть согласие или несогласие с данным актом. Учитывая то, что в данном случае никакого ходатайства осужденного не было, естественно, комиссии, естественно, тоже не было, насколько я знаю, то президент своим правом его помиловал. Вот и все, что я могу вкратце сказать по этому вопросу.
Передача Георгия Лукава грузинской стороне через Государственную комиссию по помилованию, не по помилованию, по досрочному освобождению не проходил и проходить не мог, поскольку в рамках двух-трехсторонних межгосударственных отношений комиссия по досрочному освобождению не сторона и в процессах не участвует. Я, насколько знаю, это политический вопрос двухстороннего формата между президентом Абхазии и президентом Южной Осетии. На сегодняшний день, несмотря на то, что дело является резонансным, у меня нет конечного суждения, поскольку я обо всем случившемся узнал со стороны и сейчас сам пытаюсь в этих процессах разобраться. Когда эта комиссия была создана по обмену, кто был фигурантами, с какими фамилиями, в какой части Южная Осетия была задействована и участвовала, почему Лукава был ли в списках изначально, где идет противоречивая информация. То есть у меня на сегодняшний день, я сам пытаюсь на все эти вопросы для себя ответить, в том числе и по морально-этической стороне. Действительно, он являлся тем душегубом, который говорят, если да, то почему до этого мы об этом не знали, пока этот человек не был передан той стороне, по какой статье он был, отбывал наказание по терроризму или там по разбою, либо еще по каким-то. Насколько можно верить супруге Георгия Лукава, которая говорит о том, что якобы за финансовое вознаграждение был отпущен. Если да, то это все вопросы, на которых нет ответов, и мне они тоже интересны. Но на прямой ваш вопрос я скажу, что через комиссию по досрочному освобождению этот вопрос не мог в принципе проходить, и ни разу не было прецедента, где это уже не первый обмен и выдача по двух- либо трехсторонним межгосударственным соглашениям, где через комиссию вопрос хоть расставился и проходил. Если вопрос стоит в той части, превысил ли президент свои прямые полномочия, обойдя комиссию, то вопрос так стоять не может, в этой части он некорректный. Комиссия не сторона, и она в этих процессах не участвует. В данное время у здания администрации президента и парламента спокойно. Эти кадры сняты сегодня утром. Как видите, митингующих на них нет. 5 января депутатская комиссия должна озвучить результаты парламентского расследования по факту обмена Георгия Лукава. Между тем, за событиями последних дней в Абхазии с тревогой наблюдают из Южной Осетии. Накануне президент республики Анатолий Бибилов обратился с письмом к народу Абхазии. В письме говорится: «Дорогие братья абхазы, с тревогой наблюдаем за разворачивающимися в последние дни событиями в братской Абхазии, связанной с процедурой обмена заключенными, имевшего место в конце прошлого года. Решение руководства Абхазии по освобождению граждан Грузии в обмен на граждан Южной Осетии, отбывающих пожизненные сроки заключения в Грузии, были приняты по просьбе руководства Южной Осетии. Мы не могли предполагать, что удовлетворение данного прошения может привести к подобным последствиям, приведших к внутриполитическому обострению. Хочу напомнить, что аналогичное прошение с вашей стороны также было удовлетворено. Это соответствует духу наших братских взаимоотношений и в целом международной практике. Южная Осетия дорожит дружбой и братскими отношениями с Республикой Абхазия. Мы очень надеемся на то, что помощь братскому осетинскому народу, проявившаяся в доброй политической воле президента Рауля Хаджимба, не станет причиной общественно-политической напряженности в Абхазии. С уважением, Анатолий Бибилов, президент Республики Южная Осетия». На этом пока все. О развитии событий в наших информационных выпусках. До встречи в эфире.